Анталия, Кемер и Измир. Эти турецкие курорты известны во всем мире как одни из самых привлекательных мест для туристов. Окруженная 4 морями, Турция – страна, которая создана для отдыха и беззаботного времяпровождения. Однако притягателен этот регион не только курортами, но и своим экономическим потенциалом. Стратегическое сотрудничество, развитие межрегиональных отношений, а также привлечение инвестиций из наиболее развитых промышленных зон Турецкой Республики. Эти и многие другие вопросы поднимались в ходе рабочего визита правительственной делегации Чеченской Республики в Турцию. В ходе недельного рабочего визита делегации Чеченской Республики в Турцию во главе с премьер-министром Абубакаром Эдельгериевым состоялся ряд встреч в 5 наиболее развитых регионах страны Ближнего Востока, в которых удалось поучаствовать и нашей съемочной группе. Мы очень рады вас приветствовать на нашей земле. Надеемся, что после данного визита экономические и дружеские отношения между нашими странами и регионами станут ближе и будут гарантией двусторонних отношений. Вопросы, которые затрагивались в рамках рабочего визита, направленного на привлечение инвесторов в регион, были разносторонними, но в одном все пришли к единому мнению – необходимости развития межрегиональных отношений в рамках стратегического сближения двух стран на фоне нестабильной международной обстановки. Мы надеемся, что в результате нашей встречи мы сделали первый шаг к развитию экономических отношений между нашим городом и Чеченской Республикой. Турция – это страна с огромным экономическим потенциалом, в чем в полной мере удалось убедиться участникам делегации во время посещения промышленных зон таких городов, как Бурса, Эскишехир, Коnya и Кайсери. Здесь же был заключен ряд соглашений, направленных на привлечение инвесторов в Чеченскую Республику. В первую очередь большое спасибо за то, что вы уделили нам время. Мы знаем, что ваш график во время визита в Турцию был расписан и насыщен. И вот под завершение данного визита в Турецкую Республику, какие у вас впечатления вообще о Турции? Оправдывает ли она свое название индустриальной державы и одного из ведущих промышленных гигантов на мировой арене? Прежде всего, я хочу сказать, что по поручению главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова мы делегацией вылетели в Турецкую Республику. Делегацию нашу возглавлял председатель правительства Абубакар Эдельгериев. Также с нами в делегации участвовали министр сельского хозяйства Муса Дудаев, также председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Шарани Шаипов, ну и другие члены делегации. В первую очередь, естественно, как вы все знаете, как по поручению главы республики перед нами была поставлена задача, чтобы мы вылетели в Турцию, посетили наиболее промышленно развитые регионы Турции, такие как Бурса, Эскишехир, Коnya и Кайсери. И чтобы мы провели рабочие встречи как с губернаторами, с мэрами этих городов, также с промышленными палатами, с торговыми палатами, торговыми биржами. И встретились с местным бизнес-сообществом и провели переговоры о дальнейших наших экономических взаимоотношениях. За последние 10-15 лет Турция сделала очень мощный рывок в развитии промышленности, в развитии инноваций. Также с каждым годом она наращивает свой потенциал, увеличивается экспорт. На сегодня товарооборот двух стран составляет около 34 миллиардов долларов, и эта цифра будет расти на фоне нестабильной международной обстановки. Данному укреплению двухсторонних отношений Чеченская Республика вполне могла бы выступить одной из площадок для развития стратегического взаимодействия двух стран, о чем подчеркнул премьер-министр Абубакар Эдельгериев. Турецкую республику мы всегда считали нашим стратегическим партнером во всех отношениях. И сегодняшний наш визит доказывает это. В целом Чеченскую республику нужно рассматривать как площадку на выход в целом на российский рынок, на рынок таможенного союза, это как Россия, так и Казахстан, Беларусь.
Особый интерес был вызван сельскохозяйственной отраслью города Кони, где представители делегации посетили завод по изготовлению сельскохозяйственной техники, а также биржу по торговле зерна. Турецкие бизнесмены заинтересованы вкладываться в сельскохозяйственной республике на поставку сельхозпродукции, также и выращивают на сельскохозяйственную продукцию. Такое желание они сегодня проявили, так что надеемся, они в ближайшее время определили людей, которые должны будут приехать в Чеченскую республику, смотреть на те сельхозугодия по линии животноводства, растениеводства, садоводства. Вот они заинтересованы в этом направлении и будем вместе с ними сотрудничать. Мы единственная торговая биржа, которая переводит в электронный вид количество сельскохозяйственной продукции, находящейся на элеваторах в других регионах и занимающейся ее торгами. Поэтому представители Казахстана, России и Украины изъявляют желание выставить свою продукцию у нас на бирже. Также в ходе рабочего визита делегация из Чеченской Республики посетила ряд культурно-исторических объектов Турции. Одним из таких мест было захоронение одного из самых ярких представителей средневекового исламского государства Джалладдина Руми Мевлана, рядом с которым сегодня находится музей общей площадью 18 тысяч квадратных километров. За год в мавзолее и музее Мевлана бывает около 1,5 миллиона турок и 500 тысяч иностранных туристов. Здесь в основном похоронено все родственники, там несколько могил тех, кто аживали за это место, и несколько могил тех, кто занимали высокое место в их империале, после него все уничтожали. А как вы справедливо подчеркнули и заметили, Турция является многосторонней, то есть промышленно развитой страной. Можно бесконечно говорить о тех секторах экономики, которые сейчас развиваются в Турции, которые набирают обороты. Но мне интересно вот что. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент Чеченскую Республику какой сектор более всего привлекает в плане турецких инвестиций? И какие договоренности, если таковые были заключены во время вот этого большого визита в Турцию вашей делегации? Прежде всего, наиболее интересным для нас сектором для взаимоотношений с Турцией является сельское хозяйство, животноводство. Очень был проявлен интерес именно по сельскохозяйственной технике, по сельскохозяйственному оборудованию. Были точки соприкосновения. Именно в этой отрасли были достигнуты договоренности. Встречались с несколькими крупными производителями в этой отрасли. Тем более после последних событий, которые мы все знаем, происходят в отношениях с Европой, с Америкой, после всех тех санкций, которые были объявлены против России, и также ответно России против европейских стран, против товаров из Европы, Турция активизировалась именно в отношениях с Россией, так как она поняла, что те продукты, которые запретили из Европы, из Америки, образуется такой небольшой вакуум, недостаток, да, и они поняли, что они могут заполнить, если не полностью, хотя бы какую-то часть этого вакуума они могут заполнить. И в связи с этим они очень активизировались, и наш приезд был очень кстати, потому что очень много сейчас турецких компаний, которые на самом деле заинтересованы не только в продаже в Россию своего продукта, но также заинтересованы инвестировать, именно открывать производство в Российской Федерации. Ну, естественно, мы провели работу именно для того, чтобы этих инвесторов привлекать не в другие регионы Российской Федерации, а именно в Чеченскую Республику. Визит чеченской делегации вызвал большой интерес у турецкого бизнес-сообщества, в связи с чем в ближайшее время турецкие инвесторы посетят Кавказский регион в рамках налаживания межинвестиционных проектов и укрепления связи братских народов. А мы прекрасно понимаем, что одна сторона делает, к примеру, разработка и проектирование долгосрочных и краткосрочных инвестиций или создание инвестиционных площадок на территории Чеченской Республики, но еще вызывал большой интерес, так сказать, один фактор ключевой, на мой взгляд, это гарантии. Какие сегодня гарантии Чеченская Республика может дать турецким партнерам? В первую очередь
у нас есть законодательные акты, как федеральные, так и местного уровня, которые дают гарантии инвесторам, как иностранным инвесторам, так и местным инвесторам. Также мы объяснили, что как правительство республики мы полностью готовы поддержать этих инвесторов, защитить их всесторонне, также оказать им все те комфортные условия, которые мы можем предоставить для них в рамках законодательства Российской Федерации. Естественно, глава республики Рамзан Ахматович тоже очень огромное влияние уделяет именно безопасности, именно поддержке, стимулированию иностранных инвесторов. Поэтому мы им рассказали, что те инвесторы, которые будут приезжать в нашу республику, они будут чувствовать себя максимально комфортно, для них будут созданы все условия, как по безопасности, так и для удобных условий ведения бизнеса в Чеченской Республике. Надеюсь, что все эти поездки окажутся продуктивными. Так сказать, ждем наших зарубежных партнеров у нас в гостях, то есть в Чеченской Республике, и будем следить за новостями, за теми, так сказать, инновациями, которые, возможно, они принесут нам в республику. И я думаю, за этим будет следовать рост производства, потому как политика правительства и главы Чеченской Республики, она на самом деле правильная. Мы знаем, что без инвестиций сегодня развитие бизнеса невозможно. Это один из ключевых факторов вообще стабильности и роста экономического в стране. Спасибо большое.